Хотел бы с вами сегодня обсудить ситуацию на топливном рынке в Республике Абхазия. Как известно, в последние дни обострилась у нас ситуация с наличием топлива в Республике Абхазия. Это по известным причинам вызвано логистическими проблемами. И в этой связи хотел бы, чтобы вы проинформировали, что делается министерством, какие меры предпринимаются, какие меры поддержки нужны со стороны правительства Республики Абхазия и какая ситуация на сегодняшний день, в настоящее время. По вашему поручению, по поручению президента, ежедневно ведется мониторинг текущей ситуации на топливном рынке в Республике Абхазия. Как вы отметили, сейчас ситуация непростая, сложились обстоятельства, которые немножко усложнили нам логистику тех объемов, которые были законтрактованы полностью для обеспечения всех автозаправочных станций в нашей топливной отрасли. Вместе с тем, можем доложить, что на текущий момент в Республику Абхазия уже отгружены объемы порядка 1600 тонн 92-го бензина. Часть из них должна поступить в ближайшие дни на территорию Республики Абхазия, часть из них поступит в течение 7-10 дней. Это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что ситуация по вашему содействию президента, она потихонечку нормализуется. И, конечно, эти объемы не позволяют нам полностью сегодня обеспечить нормальную и стабильную деятельность, но отгрузки топлива в Республике Абхазия продолжают осуществляться. Также в рамках предпринятых вами мер. Вы знаете, что сегодня в Российской Федерации действуют определенные ограничения по порядку осуществления отгрузок топлива как внутри Российской Федерации, так и за рубеж в рамках межправительственных соглашений, которые действуют между Российской Федерацией и третьими странами. В рамках ваших предпринятых вами мер отгрузки в Республику Абхазия стали в более приоритетном порядке отгружаться в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации. А также я бы хотел сказать, что сейчас отгрузки, которые будут производиться, будут осуществляться тем заправочным станциям, которые на сегодняшний день работают, для того, чтобы сбалансированно обеспечить и имеющиеся ресурсы, и поступающие партии в рамках того, чтобы попытаться максимально широко обеспечить спрос, который сегодня формируется и у населения, и у предприятий. Нужно сказать, конечно же, что ситуация очень непростая. Каждый день происходят изменения, которые, к сожалению, влияют и на отгрузку, и на продвижение тех или иных объемов. Мы очень плотно по вашему поручению взаимодействуем с нашими российскими коллегами, с нашими топливными компаниями, и совместными усилиями эта работа и велась ранее, будет продолжаться в таком ежедневном постоянном контроле, в совместном взаимодействии всех заинтересованных сторон. Вы сказали о том, что некоторое количество, там более 1000 тонн уже отгружено. Как по срокам? Вот говорите, там часть придет совсем скоро, часть через 7-10 дней. Но вот совсем скоро это какой объем? 350 тонн мы ожидаем в течение 2 дней поступления на территорию Республики Абхазия. Это сегодня и завтра. И 600 тонн в течение 7 дней и объем 840 тонн по подтверждению по отгрузкам, которое поступило сегодня утром, мы ожидаем в течение 10-15 дней. Также хотел бы добавить, что наиболее острая ситуация сейчас у нас с бензином. С дизельным топливом ситуация нормализована. Сегодня-завтра опять возобновится отпуск дизельного топлива на тех заправочных станциях, на которых он был приостановлен. Никаких ограничений по отпуску на заправочных станциях по дизельному топливу не должно быть. Ну, мы по-прежнему оставляем приоритетными направлениями для потребления горюче-смазочных материалов. Это, безусловно, автотранспортные средства системы здравоохранения, обороны, правоохранительных органов, коммунальных служб. То есть, чтобы жизнедеятельность их, естественно, не останавливалась в этих организациях из-за дефицита топлива. Все верно, в приоритетном порядке это государственные учреждения, социально значимые объекты, предприятия, обеспечивающие
хозяйственную деятельность, имеющие важное значение, это и электросетевого хозяйства, и оборонного, как вы сказали, и все предприятия, которые позволяют обеспечивать выполнение социальных обязательств государства, в первую очередь. Какие у нас еще есть возможности, как мы можем повлиять на... В случае, если возникает ситуация, где запланировано на Республику Абхазия отгрузки с одного нефтеперерабатывающего завода не осуществляются, предпринимаются меры для того, чтобы оперативно осуществлять переброску на другие нефтеперерабатывающие заводы, чтобы максимально быстро решать вопросы по изменению логистики, изменению отгрузки нефтеперерабатывающих заводов. Эта работа ведется тоже каждодневно, и мы здесь во взаимодействии с российскими коллегами постоянно эти вопросы перед ними ставим и отрабатываем. Да, это на самом деле кризисная ситуация. Мы со своей стороны, безусловно, все, что возможно, делаем, приносим извинения за неудобства. У нас на территории республики достаточно высокий туристический сезон, он тоже, безусловно, не должен срываться. Поэтому мы, опираясь на вот эти все направления, будем продолжать делать все возможное для того, чтобы сбивать дефицит бензина. Да, с дизельным топливом и в прошлый раз мы об этом говорили, там ситуация более стабильная, но бензины у нас тоже в приоритете являются, потребность с каждым днем все больше и больше растет. Я еще раз повторю, бензины в том числе нужны и для сельхозработ, как и дизель. Бензины нужны для автомобилистов, которые перемещаются по территории республики Абхазия. Бензины нужны и для государственных нужд. Поэтому абсолютно ни на кого не перекладывая, понимая всю ответственность, продолжаем дальше заниматься. Вот каждый час мы получаем с вами информацию о состоянии дел на топливном рынке, как обстоят дела с отгрузками, где находятся наши вагоны, если они уже в пути, на какой станции. Это очень важно, приоритетно, и президент держит на личном контроле ситуацию. Ну и мы с вами, безусловно, должны обязательно следить более предметно и детально за этим. Ситуация непростая, но абсолютно она не находится вне поля зрения руководства страны. Понимаем, что создаем неудобства для граждан в том числе, но это вынужденная мера, это обстоятельства в том числе и из-за внешнего фактора. Поэтому все возможное и правительство делает, и непосредственно уполномоченные органы, наши поставщики, наши коллеги из Российской Федерации. Очень рассчитываем, что ситуация поменяется. Уже со вчерашнего дня, вчера проводились несколько совещаний, в том числе под руководством президента. Сегодня уже мы видим о том, что отгрузка уже есть. Только что мы обсуждали этот вопрос с коллегами из Российской Федерации. Сейчас новости, может, возможно, еще какие-то будут, что-то меняется. И мы абсолютно должны информировать нашу общественность о том, что происходит, чтобы люди были в курсе дела, чтобы были полностью информированы. Очень рассчитываю, что ситуация в ближайшее время изменится. И ищем различные способы для того, чтобы сократить дефицит топлива в стране. Полагаю, что это нам удастся. Мы должны объективно отражать, что не по зависящим от нас обстоятельствам текущая ситуация складывается. Все объемы были оплачены, законтрактованы своевременно, но внешние обстоятельства, на которые мы повлиять не можем, они, конечно, очень сильно препятствуют тем запланированным отгрузкам, которые должны были осуществляться. Но, несмотря на это, в этих обстоятельствах и президент, и правительство и предпринимают все усилия для того, чтобы максимально быстро решать те изменяющиеся условия, в которых сегодня складывается ситуация. Сегодня нам очень важно не допустить коллапс, кризис. Знаем, что не на всех заправках по всей стране реализуется бензин. Этим тоже мы занимаемся, так называемым распределением по стране. Очень рассчитываем на то, что поступившие объемы сейчас в страну тоже смогут быть распределены в зависимости от потребностей пропорционально по районам, чтобы сократить очереди. Это тоже очень важный аспект, на который мы обратим с вами внимание. Этим надо каждый день заниматься. Это задача номер один.
сегодня